Здравствуйте, ребята! Суммативное оценивание за четвертую четверть. Прослушайте текст. 4 сестрицы. О чем идет речь в тексте? О временах года. Второе задание. Напиши героев рассказа. Зима, весна, лето, осень. Третий вопрос. Кто самая старшая из сестер? Зима. Задание на говорение. Перескажи текст, опираясь на вопросы. Сколько было сестер? Было 4 сестры. Зима, весна, лето, осень. Кто из них самый веселый? Самая веселая и красивая – это весна. Чем богата осень? Осень богата зерном, овощами и фруктами. Какое время года тебе нравится? Почему? Мне нравится зима, потому что зимой падает снег. Мы играем в снежки, катаемся на санках, коньках и лыжах. Можно ответить, мне нравится весна, потому что весной тепло, прилетают птицы, цветут деревья и цветы. Можно по-другому. Кому нравится осень, может ответить так. Мне нравится осень, потому что осенью очень красиво, особенно в лесу. Много фруктов и овощей. А кому нравится лето? Мне нравится лето, потому что летом жарко и можно купаться. Летом у детей каникулы. Задание на чтение. Прочитай текст и выполни задание. Рассказ называется «Черепашки-путешественницы». Ответьте на вопросы. О ком идет речь в тексте? О черепашках. Куда хотели отправиться мама-черепаха и ее дочь? К морю. На каком транспорте они добрались? Воздушном. Четвертое задание. Составь один вопрос к прочитанной сказке. Кто жил в пустыне? Где жили черепашки? Какие у черепашек ножки? Какой у черепашек панцирь? Кто забрал черепашек к морю? Можно составить вот примерно такие вопросы. Задание на письмо. Составь, запиши по картинкам 2 предложения, правильно согласовывая имена прилагательные с именами существительными. Мына берілген суретке қарап, 2 сөйлем жазуларыңыз керек. Ол сөйлемдерде зат есімдерді сын есімдермен дұрыс байланыстыру керек. Например, я плыл на белом корабле. Я плыл на белом пароходе. Белый корабль плывет по морю. Или белый пароход плывет по морю. Белый корабль плывет по морю. Летит самолет. В небе летит самолет. Я увидел самолет в небе. Мы полетели на военном самолете. До свидания, ребята. Удачи вам.